принимали в Копенгагене, из которого следовало, говорилось, и там этот Закаев, это организатор, все это, что территория Чечни является частью России. Вот и ответ на все. И украинцы это должны понимать, когда вот мы говорим об этом, они должны понимать. Проверьте документы, посмотрите, все это есть. Поэтому вот это игры, которые ведут с ним, в конечном итоге никакой пользы не принесут ни Украина, а тем более мы говорим, что ситуация такая, и Закаеву не следует этим заниматься. Мы много раз говорили ему уйти с этой платформы, вернуться в конституционное поле, работать на этой плоскости. Он нет, он постоянно, значит, он говорит, что он является демократ. На самом деле в 2017 году они приняли решение, он там делает специальное заявление, что они перешли на религиозную конституцию, в которой все вопросы решаются на основе Корана и Сунны. Эти решения Конституции меняет только народ, а не Закаев или кто-то другой. Поэтому вот эти вещи мы прекрасно понимаем, и мы должны вот все, которые на Западе, все оставить вот эти вот свои убеждения неаргументированно, а аргументированно думать о том, что делать. И тому же Закаеву мы об этом много раз говорили. И сейчас говорим, перестань вот эти заниматься словоблудием, которое не имеет никакого отношения к реальности. Вот что я могу сказать. А почему за все это время вот этот с ним общался экзотический пропагандист, другие общаются, и ни разу, вот мы столько говорим, вроде бы они нас знают, слышат, все прекрасно, не задают ни один ни пропагандист, ни журналист в Украине вопрос, почему вас обвиняют, что вы работаете против Ичкерии, против чеченского народа, на Россию. Почему вот этот вопрос в воюющей стране не задают? Неужели там вообще нет свободы слова, нет журналистов? Неужели там сплошная такая тирания у них установилась? Ну, видимо, такая установка. Когда в 2022 году мы работали в президиуме по вопросу признания Чеченской республики Ичкерия, в этом участвовал я, участвовал Алла Дудай, участвовали другие люди. Со стороны Украины участвовали люди, ну, я скажу, Василенко, он уже умер, как говорится, и другие, там, Базилюк, Олег, другие, то тогда все эти вопросы как бы мы обсуждали и говорили, и как бы мирно это проходило, и все документы, все были поданы не только Украине, но были они поданы в Балтийские страны и даже в Польшу, вот в таком варианте, чтобы у нас было признание. Так вот, эти люди, которые я же назвал, когда мы говорили, вот этот вопрос поднимали, они говорили, что не надо это говорить, оставьте Закаева, не трогайте, не говорить об этом. Если вы будете говорить о нем, тогда, мол, это, значит, это нас не поймут и все такое. Но думаю, что какая-то у них политика странная, мы не стали в это дело особо вмешиваться, но сейчас вот, я говорю, что это не принесет пользы и дальше, если так будет идти. Там находятся наши люди, и там из-за того, что Закаева так себя там ведет, себя выставляет, и он выставляет себя кем-то, где-то в Википедии, везде там говорит, что он командующий, и его, что он глава, лидер движения, а это все документально-то не подтверждается, фактически же этого нету, поэтому здесь вот такие разногласия и вот такие отношения может. Это только по нашему вопросу. А сколько может быть таких вопросов и по другой линии, не только касается чеченской, скажем, темы. Я так думаю. А так, видимо, есть такая установка в Украине, если так вот об этом говорят. Может быть, это временно, может быть, это им нужно, может, какая-то тактика. Ну, по крайней мере, наш вопрос о нашем признании, что оно, территория чеченцев временно оккупирована, что это геноцид, это наша была формулировка, выработана вместе с ними. Эта формулировка прошла, и Верховная Рада это признала и приняла. Это большое, великое дело для нас, и в перспективе мы за этим будем держаться, и мы ни в коем случае не должны умалять это решение, которое сделано украинским парламентом, Радой,
и